привет, хайырлы күннәр, Нурфия, сәлем. Давайте подождем, когда соберутся все люди. Хочу немножко с вами пообщаться, ответить на все ваши вопросы, которые вас интересуют, потому что нет возможности всем ответить в Инстаграм. Столько вопросов в директе, в комментариях. Давайте лучше я вам всем отвечу сразу. Тем более, что Инстаграм немножко, у него есть свои правила, и в сутки можно делать определенное количество действий. Я вам сегодня ночью отвечала всем на комментарии, и мне уже нельзя отвечать. Я могу только вот так вот. Хайырлы күннәр барыгызга да. Сезгә Калининград якларыннан Янтарный. Это пляж Янтарный. Посмотрите, какой белый песок. И Балтийское море позади меня. Задавайте вопросы, которые вас интересуют. Я постараюсь в прямом эфире ответить вам всем. Ну, во-первых, расскажу на самые интересующие. Буду эфир вести и на русском, и на татарском, потому что среди моих подписчиков есть и татары, и русские, и есть и иностранцы, которые не понимают, к сожалению, татарский язык. Вот. Поэтому давайте будем толерантны и ко всем уважительны. Мында особо кышыюх. Чөнки бу Янтарный поселок дип атала. Һәм бу Калининградтан 1 сәгатьлек юл, где-то 50-60 километр. Һәм инде бүген менә без монда килергә булдык. Чөнки монда Прибалтиканың иң ак, иң чиста пляжларының берсе. Сейчас я вам переверну, вот покажу. Смотрите, видите, какой белоснежный пляж. Ленард Шербери. Вот посмотрите, да? Белый-прибелый чистейший песок. Скажу честно, такой песок мы видели только в Доминикане, в Мексике. И не знали, что в России есть такие места. Но у меня безде де шундай жерлер бар икән, Аллага шөкер. Рәхмәт. Давайте сез сорауларыгызны бирегез, чөнки бик күп язасыз директка. Мен даже төнге 2-дә җаваплар язып утырам сезгә. Поэтому давайте сразу всем отвечу здесь. Но самый популярный вопрос — это как мы приехали сюда, по путевке или сами? Мы сюда приехали сами, не по путевке. Билеты я брала через интернет. У нас есть из Казани прямой перелет. Казань-Калининград. И прямой перелет, он летит только по понедельникам и пятницам. Запомните это. Вот. В остальные все дни он не прямой, он идет с пересадками через Москву. И очень долгий. Поэтому запланируйте, если захотите полететь, именно эти дни. Получается, Казань-Калининград, прямой перелет, всего 2,5 часа. И вы уже здесь. Перелет нам обошелся на человека, билет 12 с копейками тысяч. То есть на двоих 24 тысячи. Туда и обратно это. Дальше. Отель мы тоже бронировали через Booking.com. Я выбирала, разные варианты, но я вам, знаете, что хочу сказать одну вещь. Оказывается, все отели, которые есть в Калининграде, они не все сотрудничают с Booking.com. И очень многих отелей реально их нет на Booking.com. Поэтому лучше наберите через интернет отели, все отели Калининграда, которые есть,
и выберите вам подходящий по ценам, по месту расположению. Но через Booking.com я выбрала такой, чтобы и по цене был, и ну, такой более-менее нормальный отельчик, чтобы был. Но он оказался в поселке Исаково, это неподалеку от Калининградска, буквально 15 минут езды. Но получается, смотрите, если вы едете с детьми, то это не совсем удобно. Лучше, если вы едете с детьми, брать отель или в самом Калининграде, или в Светлогорске. Вот. А так наш отель обошелся, ну, по сравнению с другими ценами, на самом деле наш отель получился как бы самый более выгодный. И тем более на него была скидка в это время. На 5 дней 4 ночей без питания нам отель обошелся в 13 200 рублей. Это двухместный номер. Сейчас я беру здесь. У меня прям сплошные вот эти уведомления. Вот. Давайте я вот так на фоне моря буду сидеть. Вот. 13 200 рублей получается. А дальше. Какие еще вопросы вас интересовали? Питание. Питание у нас не входит в проживание. Питаемся мы сами самостоятельно. Цены здесь такие же, как в Казани. Особо не отличаются. Приблизительный обед или ужин приблизительно обойдется вам в 600-700 рублей на человека. Опять-таки, все зависит от ваших потребностей, от вашего аппетита. У всех все разное, но приблизительно такой вот нормальный, плотный, хороший, с мясом, со всеми овощами, да, обед обойдется вам вот в такой стоимости. В море купаться. В море купаться можно. Погода, нам повезло. Погода шикарная. Жара. Здесь солнце очень быстро, ну, сгораешь. Очень такое, скажем так, схватывает, да, загар. Мы уже в первый же день все обгорели. И нам, как нам сказали, что нам с погодой очень повезло. Погода здесь 23-24 градуса, но для Калининграда говорят, что это они давно ждали эту жару. В общем, Аллах ашкар, нам повезло. Я не знаю, зачем здесь смеются, над чем. Но вроде ничего такого смешного я не показываю. Вот. Дальше. Какие еще вопросы? Насчет моря. Море, вода в море такая, ну, бикнейді. Шундай теге тонуста татырған. О, Эльмира, туған күніңіз білән сізді шын көңілден құтлыйм. Бұл менің көптенгі подписчица, ол енді менің білән һәр вақыт любой бәйрәмдә, инстаграмда, директта, рәхмәт сезгә, бик зур. Сезне шын күңелдән құтлыйм. Сезгә бары тик иң изге теләкләр, сәламәтлек, саулык, бәхет, тигезлек. Менә үзегезгә ни телисез, шулар барысы да тормышка ашсын. Между прочим, бүгін бик әйбәт көн, день солнечного затмения, и поэтому сегодня вообще только самые положительные, позитивные мысли должны быть. Құттыйм сезне. Так, продолжим о море. Поэтому, конечно же, море не такое жипчило тугель, но кресен, башто салкан, но анарсың. Кресен, что ли? Давай! Аля Линар китте. Давай, Кэр! Ну, бүгін, кстати, волны сильные. И біраз салқыншарақ, кеше нерек болды. Кеше жылырақ болды, үшінші күнде жылырақ болды. Какие-то течение какое-то холодное сегодня пришло. Вот. Но так, море, конечно... Ана сәлем әйтә сезгә, Линар. Давай! Зато я шарып киттің сразу. Вот. И, в общем, ну так-то. Но, знаете, если балалар белән монда килсәгез, самый лучший период это конец июля, начало августа. Тогда уже море совсем очень хорошо прогреется. И... Градусов 14 или
неделе 11, ну супер. Да? Да, попробуй сейчас зайдешь. Нет, я не буду, ты что? Мен 18 қада шаққыш кірдім. Супер. Юг. Давай, Вообще сиңа, супер. сиңа супер инді ол. Очень рекомендую всем. Чем холоднее море, тем оно лучше. Полезнее. Ярар, поздравляю. Вот. А так, балалар, блин, келеге уйласаңыз, лучше, конечно, конец июля и в августе. Тогда уже море прогреется. Как, ну, это здешние люди говорят так. А что на 5 дней только взяли? А потому что Сабантуйлар алда шлисы бар апайғыздың. Вот так вот. Как продумать маршрут, изучить, где можно побывать. Смотрите, я, Алла Берса, как только меня Инстаграм запреты с меня снимет, потому что я сегодня целый день не могу даже лайки ставить никому, никакие комментарии писать, потому что, говорю же, у Инстаграм есть определенный лимит на действие за сутки. Я, короче, этот лимит превысила, пока всю ночь отмечала на ваши комментарии. Этот лимит у меня исчерпан, поэтому я вышла в прямой эфир. Я вам в отдельном посте все постараюсь еще раз продублировать и написать, куда можно сходить, что можно посетить, куда мы сходили, что нам понравилось, я обязательно с вами поделюсь. Причем совершенно бесплатно. А то сегодня один мужчина, в кавычках, ну я не могу назвать такого мужчину мужчиной, написал комментарий: вам, наверное, очень сильно заплатили за эту поездку кто-то, потому что вы так ее раскручиваете. Ну, типа, мы раскручиваем эти места, за это, видимо, нам платят. Я не знаю, кто нам за это платит. Может, Путин? Может, Путин, президент, нам за это платит, что мы именно российские места раскручиваем. Короче, не знаю, если кто-то согласен заплатить, я буду только счастлива. Но факт остается фактом. Я делюсь совершенно бесплатно этим всем. От души. Ну просто как вообще такое может прийти в голову? Просто так. Да, как вообще такое может прийти людям в голову, я просто не понимаю. Просто действительно настолько, видимо, мир изменился, что люди думают, что все делается только за деньги. Ну, кто меня знает, кто давно на меня подписан, вы знаете, что я все свои путешествия освещаю от и до, и все делаю абсолютно безвозмездно. Ну, я получаю от этого кайф, мне это нравится. А когда люди еще обратно дают ответ, да, получаю столько благодарности, то еще больше хочется делать это. Вот. Поэтому, ну, короче, ладно. Перейдем на другую тему. Давайте задавайте вопросы, пока я в эфире, пока не кончился у меня интернет. На самом деле, это вообще идея поехать сюда. Смотрите, мужу дали резко отпуск. И когда резко все, да, когда не планировано, начинаешь выбирать резко, быстро все, куда можно полететь отдохнуть. Но у мужа была давняя мечта съездить именно сюда. Почему, Ленар, у тебя была такая мечта? Потому что меня родители в течение 12 лет, как родился практически, возили в Палангу на Балтийское море. Не знаю почему, но, короче, ездили там сюда. И вот уже в этом году 38 лет, как я не был на этом море. И я вспомнил про вот этот белоснежный песок, вот про эти дюны, которые вот слева чуть-чуть видны. Вот. Но, к сожалению, Литва закрыта, а Калининград, слава богу, открыт. Приехали, и я понял, что здесь даже круче, чем в Литве. Но аромат Литвы, вот этого Балтийского моря, очарование Балтийского моря, оно вот ничем не заменишь. Никаким теплым морем, никакими тропиками. Потому что те, кто здесь бывал, я думаю, знают. Вот. Вот вам весь ответ. Признаюсь честно, сначала у нас был такой спор дома. Я была за Сочи, за Розу Хутор. Ничего не слышно, что муж говорит. Короче, никто не слышал, что ты говорил. Ты далеко, море. Вы увеличите немножко звук у телефона, может, тогда услышите. В общем, у нас сначала был спор поехать на Сочи, в Розу Хутор, Красную Поляну. Но муж хотел сюда. Вот. И, ну, вы же знаете, я как любая татарская женщина,
Что сказал муж, для нас закон. Ну, я думаю, ладно, поедем сюда. Но я сюда не очень хотела, честно признаюсь. Но, приехав сюда, я просто была в приятном шоке. Реально, я даже не знала и не думала, что у нас в России есть такие места. Вообще, ну, реально, ребят, ну, я мақтанып айтмайм, но много где была. Вы знаете, что мы любим путешествовать, и в силу профессии, да, более 21 страны посетила, но я вам скажу, что здесь ничем не хуже, чем где-то там, я не знаю, на Мальдивах, Доминикане, в Мексике, Шительда, где-то там в Канаде, да, или где-то в Америке. Ёпарасоте, у нас можно в России так круто отдыхать. Посмотрите, такая природа, такой воздух. И вы видели, я показывала вам, да, какие городки. И Светлогорск. Ну, из всей поездки больше всего мне понравился Светлогорск. Меня Светлогорск шада. Сколько стоит тур? Я вот уже в начале эфира рассказывала, что мы приехали не по туру, мы приехали самостоятельно, все рассказала, все цены. Как только меня разблокируют Инстаграм, я это все продублирую в посте, напишу вам. Вот, поэтому на самом деле это радует, что біздің Россияда да вот пандемия болмаса білмәс едік, да, имя. Ну, Ирме рахмет инде, да, что вот настоял на своем, что все-таки мы сюда приехали. Я думаю, что біз әлі мында балалар белән дә киләчәк бисалла теләсә. Миңа мында бик шады. Ну, иң ошаганы Светлогорск. Әгәр дә сез кичкенә балалар белән килергә уйласагыз, мой вам совет: лучше снимайте сразу отель или апартаменты, квартиру можно снять в Светлогорске. Снимайте и там живите. И из Светлогорска можно и в Калининград съездить, из Светлогорска можно и в Зеленоград, и сюда на Янтарный приехать. Вот. И не это шоу. Потому что Светлогорск это реально такое место, ну, это Европа. Тихий, спокойный, очень зеленый город. Роскошный просто, мега биг шада. Мы сейчас вот здесь еще немножко отдохнем и поедем сегодня опять в Светлогорск. Вот. Завтра у нас еще один день до вечера. Я уже там, ну, мы опять туда поедем, скорее всего, в Светлогорск, потому что, ну, мне там очень понравилось. Вот. Какие еще вопросы есть, задавайте, потому что сейчас, наверное, уже закончится время эфира. Вот вам немножко моря, звук моря. Так, меня кутерели, кулон наберели. Сейчас я вам... Конечно, можно. Купались же, показывали же вам. Вон, пацанов, отлично можно купаться. Вот, смотрите, купается. Ну, говорю же, сегодня просто вот в Светлогорске было теплее. Мы там купались целый день. Давай залезь сама. Не-не-не, не залезу, нет. Не-не-не, сегодня... Я в Светлогорске. Для людей. Там не будет, вот для здесь, людей не сделаю. Вот здесь, вот Нет, поверь не мне, сделаю. поверь. Нет, Ты нет, же нет, не- нет, Ты же не хотел сюда идти. Давай. Ну, я с телефона. Я держу телефон. Давай. Блин, ну юг. Чуть-чуть. Куркамень. Юг. Вода такая, ну да, прохладная сегодня. Потому что сегодня течение пришло, и вообще красный флаг висит. И как бы не... Куркатамень, куркак. Вот. У меня малайлар изелер рахатланып. Иримдә кіріп шықты. Но особо вы видите, да, потому что, видите, волны кышлы бүгін, волналар кышлы. Вот. А так, конечно, мында қарағыз. Опак песок, опак. Вот, море чистое, очень чистое. Реально чистое. Вот. Что еще? Какие еще вопросы есть? Хазар біз мында немножко еще побудем и уже поедем в Светлогорск, Лагоса. Рахмат.
Как на Мальдивах. Ну, я и говорю, что ничем не хуже, чем на Мальдивах. И дешевле в 10 раз. Вот. Про янтарь очень многие спрашивают. Да, здесь янтаря вообще очень много. Сейчас мы здесь вот мы сегодня в янтарном поселке. И здесь есть янтарная ярмарка. Yo'q, biz o'z mashinamiz bilan tugul. Yo'q. Manda o'z mashina bilan kelib bo'lmaydi. Только если через паром. Manda только самолет bilan. Biz o'z putyovka bilan tugul. Biz o'z xotimiz bilan keldik. Biz hozir Kaliningradskiy yoqlarda, Kaliningradskiy край. Поселок Янтарный. Bugun munda keldik. Балтика. Балтийское море. Ярый дуслар. Тагын сорауларыгыз булса, миңа юллагыз. Я всем обязательно отвечу. Поставлю отдельный пост. И на все ваши самые популярные вопросы постараюсь ответить. Куда можно съездить, где что посмотреть, во сколько нам все обошлось. Все расскажу. Все, эфир сейчас постараюсь сохранить. Поезд, юг, поезд, бар. Ленар, здесь можно на поезде доехать? На поезде сюда можно доехать? Нет. Только нет, Калининград. На поезде, да, можно через можно? Литву, да, конечно. Даже еще интереснее. Даже через Литву, там же загранпаспорт надо. Там, по-моему, я не знаю. Надо же таксист говорит, загранпаспорт, там какую-то отметку ставит. Да, то есть там визу не нужна. Да. Экскурсиялар түрлі, но біз опять-таки через интернет бір гына экскурсияны заказывали, қойғанларына бізде өзіміз гына жүрейбіз. Вот. Мы ездили на Куршскую косу через экскурсию, получается, потому что на Куршскую косу очень сложно ездить самим. Там нужно, там или на машину надо яуларға, а сутка машина яулау 2000. Вот, получается еще бензин, страховка, а мы права не взяли с собой. Поэтому мы уж взяли лучше экскурсию. Получилось у нас 1180 рублей на человека. Вот. Рахмет. Рахмет барыңызға да. Рахмет. Что сіз менің білен. Кімдір үшін көңілден сүйіне. Мен хаммаңызға да тілейм. Ең мөһиме біздің қойда болуы мөһим түгел. Ең мөһиме көңіл тынычлыгы. Білесізме, ауылға қайтып та өзіміздің Татарстанда да рахатланып ял итеп була. Гомумән өйдә дә утырып рахатланып ял итеп була. Ең мөһиме көңіл тынычлыгы. Кайда булу, кая бару мөһим түгел. Вот. Поэтому самое главное, я всем вам желаю вот этого душевного спокойствия, душевного равновесия, чтобы у всех были возможности претворить свои мечты в жизнь, куда бы вы не запланировали, чтобы вам удалось это сделать. О, Гулюсе! Привет! Сәлем сиңа, менә диңгез тавышларын җибәрәм, сагындым сине. Нәрсә белән бардыгыз, күпме тора билет? Мин иң башында сөйләгән идем, инде хәзер яңа кешеләр видимо керә башлады. Мин эфирны саклыйм, барсын да карарсыз. Бәйләрен дә әйттем, ничек монда килгәннәрен дә әйттем. Барыгызга да яхшы матур көннәр. Кстати, бүген тагын бер кат әйтәм, 10 июнь. День солнечного затмения, поэтому хәзер, по-моему, в 14:26. Кстати, монда 1 сәгать артка вакыт. Вот. Biz немножко на 1 час отстаем. Вот, поэтому сегодня надо думать только позитивно, только хорошо. Только позитивные мысли. Если есть бабки, то поедешь, если нет, то ровно на одном месте. Ну, конечно, но бабки тоже с неба не сыпятся все. Зарабатываешь, планируешь, в чем-то себе отказываешь, они тоже, вот знаете, со стороны только кажется, что кому-то чего-то с неба падает. На самом деле
Все не просто так в этой жизни. Вот. В чем-то себе отказываешь, планируешь. Мы, например, всегда в первую очередь для нас путешествие. Мы можем там не купить шикарный какой-то там дом, машину, шикарную шубу, бриллианты, но деньги на путешествие мы всегда откладываем, не жалеем. Ну, мы вот такие люди. Вот. Конечно, у меня есть мечта иметь домик. И вы знаете, да, недавно я с вами даже советовалась. Но смотрели мы несколько вариантов, и все-таки моя мечта, если иметь домик, то вот так вот, около моря, где-то. Менә шундый хыял бар әле тормышта, бәлки ашыр кайчан булса да. Бүген шундый көн, әйтергә кирәк теләкләрне. Вот, поэтому Алла берса. Да, Аллаға шүкір. Все есть у нас, Аллаға шүкір. Главное здоровье всем, счастья. Все, пока-пока. Иттік біз дальше кузгалабыз, потому что хазыр біз янтарный ярмаркаға барабыз. И дальше біз Светлогорскийға бүгін барабыз. Потому что он да бик шады Светлогорскийда. Вот. И теге біздің, получается, самолет кеш белән генә. Отель мы в 12 часов освобождаем, и мы решили тоже поедем сразу в Светлогорск, и целый день проведем там, и уже оттуда в аэропорт. Все, пока-пока. Хайрлы көннәр барызга да. Всем большой привет! Охота что-то спеть? Не знаешь, что спеть? Китми күңелемнән минем һич шул сөйкелегәем анда минем сөйгән халкым анда әткәмәнәгәем халқым анда әткәм Қойда ғына ерсек те, қойда ғына бұлсақ та, туған яғымыздан айырмасын Аллах Тағала. Барыбір менә 5 бір көн бір атта йөрсәң, мин уже сагына башлыйм туган ягымны, Казанымны. Шуңа күрә шуннан айырмасын Аллах Тағала. Всем пока-пока. Рәхмәт.